Тем временем культурная жизнь в столице не затихает. На высокой музыкальной волне всю неделю держал казанскую публику международный оперный фестиваль имени Шаляпина. Его еще называют фестивалем голосов. По сложившейся традиции здесь поют солисты столичных театров России и ведущих театров мира. 33-й Шаляпинский фестиваль подходит к концу, а в эти минуты на сцене заключительный спектакль «Риголетто». Но впереди еще 2 звездных гала-концерта. Самые яркие моменты фестиваля в обзоре Полины Кострицкой. Открытие Шаляпинского фестиваля, посвященного 140-летию Казанской оперы, было историческим. Солисты Татарского оперного театра Михаил Казаков и Альбина Шагимуратова выступили в новом для себя амплуа ведущих. Первый фестивальный спектакль, оперу «Турандот», в зрительном зале слушал и президент республики Рустам Минниханов. Это огромный праздник, и с нетерпением мы этот праздник ждем. И, конечно же, мы гордимся нашим театром. Его знают везде. Это прекрасный коллектив мирового уровня. Шаляпинский фестиваль называют фестивалем голосов. Сюда приглашают солистов ведущих театров России и мира. Одной из самых ярких постановок в этом году, впрочем, как и в прошлом, стало концертное исполнение оперы Гершвина «Порги и бес» с блестящим составом зарубежных исполнителей. Здесь первоклассный оркестр и хор. Очень приятно здесь выступать. В программу фестиваля вошли лучшие постановки театра – «Кармен», «Травиата», «Риголетто». И если традицией последних лет было открытие Шаляпинского премьерой, то на этот раз зрителям представили премьеру сезона – экспериментальную постановку любовного напитка Юрия Александрова. Также в программе были премьеры последних лет – «Аида» и «Севильский цирюльник». Ощущение такое, что нынешний фестиваль поднялся на какую-то более еще качественную высоту. Вроде бы уже особенно и подниматься-то некуда, а вот я чувствую по такому, как он, повышенному спросу этот фестиваль превзошел предыдущий фестиваль. Блестящий состав солистов собрал Евгений Онегин, что называется полное попадание в роли. За главную партию исполнил солист Московского театра «Новая опера» Василий Ладюк. Одной из лучших постановок в самом театре считают «Мадам Баттерфляй». Современным классический спектакль делают необычные сценические решения. В заглавной роли лауреат международных конкурсов Сишен Кьи, уже известная казанской публике. И японский колорит в опере Пуччини для нее не главное. Я думаю, музыка не различается по географическому принципу, по цвету и языку. Каждый понимает ее. Этот театр на уровне европейских, но здесь более теплая атмосфера. Мне нравится здесь работать. Партию Пинкертона исполнил еще один постоянный участник фестиваля – солист оперной сцены Германии Георгий Оняни. И хотя циничный герой оперы Пуччини самому певцу не по душе, роль ему, как выяснилось, подходит идеально. Очень яркое лицо. Редко так бывает, чтобы просто так мало грим-класть. Готовый Пинкертон-то. Через ее руки прошли сотни ведущих артистов. Мастер перевоплощений Сания Мавровская уже 43 года работает в театре. Не работает, творит образы. Все бороды и парики сделаны ее руками. Если грим хорошо сделано, это помогает тебе превратиться в той герой. А в ее руках ключи от всех театральных дверей. Ключи, знаете, чтобы все было под руками, потому что костюмов у нас много, около 10 тысяч костюмов у нас. Главный костюмер Диляра Сабирзянова знает все 10 тысяч костюмов и все оперы из репертуара. Театр любит и служит ему больше 20 лет. Тут есть моменты, когда быстрое переодевание, и эти нужно знать моменты. А для того, чтобы знать, значит, и музыку знать. Очень часто за кулисами прямо в темноте переодеваем. И это при том, что один костюм Бориса Годунова весит 9 килограммов. 13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина, на Шаляпинском фестивале по традиции дают Бориса Годунова. Это была одна из лучших ролей великого русского баса, и потому сохранилось множество его портретов и фотографий в образе. Русским басом века 21-го считают Михаила Казакова. Выпускник Казанской консерватории, первые театральные шаги он тоже делал на казанской сцене. Сейчас певец востребован во всем мире. Крики «Браво!» его Годунову накануне не умолкали. Настолько правдоподобным было перевоплощение и гармоничным сочетание выдающегося голоса и драматического дарования.
Казанские любители оперы по традиции раскупили билеты за 2 месяца до фестиваля. Фестиваль – это другое, это не просто обычный показ, это действительно более звездный состав труппы, это действительно интересные люди, интересная, наверное, преамбула к самому спектаклю, ну и это всегда оправдывает ожидания. 33-й Шаляпинский фестиваль близится к своему завершению. Впереди 2 звездных гала-концерта. А на будущий год зрителей ждет обновление программы. К началу сезона в театре готовят премьеру оперы Верди «Трубадур». Полина Кострицкая, Андрей Сентальцев, столица. Итоги недели.